Тайны эпоса Джангар. Персонаж Шоумус. В эпосе, так же как и в других жанрах фольклора, часто фигурируют нечистые силы, демоны-мусы с множеством голов, злобные мангасы и шоумусы-искусители. Помимо этих персонажей, в буддийской космологии существует множество разных существ и демонов. Как вы уже могли догадаться по заголовку, тема статьи – шоумусы. В фольклоре шоумусы – это низшие мифические существа, приносящие вред людям. Есть много разных историй, реальных, по убеждениям самих рассказчиков, где шоумусы выступают как путевые вредители. Многие думают, что шоумусы пришли к нам из добуддийских времен. Однако это не так. Само слово «шоумус» – эпитет демона Мары. Как писал ученый-востоковед Алексей Матвеевич Позднеев, на санскрите «ши-манаша» означает «уничтожитель спокойствия». В буддийских сутрах, написанных на айратском литературном языке, «ши-манаша» пишется в транслитерации «шим-нуши», которое в свою очередь в живой речи перешло в «шоумус». В калмыцком языке есть суффикс множественного числа «с», например, «залус», «ширяс», «нохас», «гахас» и так далее. Поэтому наши предки восприняли это слово во множественном числе, а слово «шоуме» стало обозначать Мару единственным. В переводе с санскрита слово «мара» имеет несколько значений – разрушение, убийство, смерть, препятствие, несущий погибель. Со словом вроде все понятно. Теперь узнаем, кто такой демон Мара. В буддизме Мара в первую очередь известен тем, что он вредил Сиддхартхе. Он всю жизнь преследовал Сиддхартху на духовном пути. В тот момент, когда великий учитель сел под деревом Бодхи, Мара направил все свои силы, дабы помешать Гаутаме достичь просветления и стать Буддой Шакьямуни. Также Мара – персонаж некоторых калмыцких легенд, где народ высмеивает его глупость. В одной из легенд Шоумус, он же Мара, смастерил товшур – музыкальный инструмент. Но его товшур оказался неблагозвучным. Тогда Шоумус отправился к Будде, чтобы узнать причину неблагозвучия инструмента. Будда, рассмотрев инструмент, указал на причину. И поэтому с тех пор людям, играющим на товшуре, Шоумус не может причинить вреда. Осрин Утнасын – мифы, легенды и предания синьцзянских айратов и калмыков. Но это не означает, что Мара – реальный демон. Он лишь символ, воплощение неосознанности, воплощение эгоистического ума. Ум по своей природе суетлив, беспорядочен, эгоистичен, привязан к страстям. Такой ум и есть самый настоящий шоумус. В героических сказаниях монгольских народов шоумус часто выступает в образе ведьмы, обернувшейся прекрасной небесной девой, пытающейся отравить путника с целью высосать кровь жертвы железным клювом. Этот мотив популярен в эпосе Джангар. Представляю вашему вниманию пример, о котором можно рассказать подробнее. В малодербецкой версии Икибухуцевского Аймака и Эляна Улан-Дугурык есть глава о подвигах строгого санала «Бурул галзын көлікте докшын хары санлын бөлік». По сюжету этой главы Джангар, узнав о том, что хан Заринзан Тайша планирует нападение на его страну Северную Бумбу, решает нанести упреждающий удар. Поэтому он отправляет богатыря строгого санала. «Поезжай к Заринзан Тайше, мира захочет, не хлопай дверьми, крепкую клятву с владыки возьми, что верно подданным будет он мне, будет выплачивать он нашей стране подати год и 1000 лет, а Таталгу 90 лет. Если же водною будет ответ, вспомни санал о хане своем, черно-пестрое знамя сорви, и на куски его разорви, и привези в кармане своем, и пригони мне лихих скакунов, 80 000 коней, выведи из его табунов». Угнать табун лошадей требуется для того, чтобы ослабить врага, лишить его конницы. Строгий санал отправляется в путь. Проскакал ровно 3 месяца, герой встречает прекрасную девушку. 3 луны проскакал санал, юную девушку встретил он, и пораженный заметил он, ясному солнцу подобна одна, месяцу ярким сиянием равна, и пиалу преподносит она. Милый брат, не спешите, молю, а раку оцените мою. Как указывалось выше, Шоумус в образе ведьмы принимает вид прекрасной девушки, преподносит араку с целью отравить путника. Строгий санал понимает, что что-то здесь не так. Как появилась она вдруг в этой нетронутой дикой стране, где не видно жизни вокруг? Это дело не нравится мне. Притворяется ловко она, нет сомнения, бесовка она. Строгий санал отказывается от крушения, от чего девушка злится и принимает истинный облик. 70 дней она преследует санала. Тогда герой достает священный меч Алого Хонгара. Здесь следует обратить внимание на эпитет «священный меч». В оригинальном тексте меч называется «Билигин Шары Юльде» – «желтый меч мудрости». Желтый цвет указывает на учение Будды.
Мудрость необходима для достижения просветления. Мантра «Ом мани падме хум» переводится на русский язык как «С помощью метода и мудрости я преобразую свои тело, речь и ум в тело, речь и ум Будды». И этим желтым мечом мудрости строгий Санал уничтожает демона. И Санал обнажил стальной, 70-саженный меч, алого Хонгара священный меч. Обернувшись к бесовке лицом и взмахнув необъятным мечом, отрубил он железный клюв, а потом, коня повернув, налетел на красавицу вдруг, разрубил ее на куски, разбросал останки вокруг. Их потом унесли пески. Как следует воспринимать этот мотив? Конечно, многие могут просто подумать, что это просто сказка, как и весь эпос. Но эпос далеко не сказка. Поход героя эпоса – духовный путь. Через такие сюжеты эпос учит нас мудрости. А враги в Джангаре – враги внутренние, нереальные. Герой, в данном случае строгий Санал, 3 месяца скакал по степи. Символ начала духовного пути. Шоумуц в образе прекрасной девушки, предлагающей питье – это желание и привязанность ума. Прекрасная девушка, равная сиянием ясному месяцу, влечение к противоположному полу, а рака символизирует жажду. Каждый, начинающий свой духовный путь, обязательно столкнется с омрачениями ума. Строгий Санал распознал в девушке Шоумуца. Также и буддист должен суметь распознать омрачение ума. Далее герой пытается скрыться от бесовки, но она его все равно догоняет. Также нельзя убежать от негатива, рожденного в уме. Его можно только победить. Строгий Санал с помощью желтого меча мудрости уничтожает Шоумуцку. Так и практикующий должен с помощью мудрости учения победить негатив ума, понять природу ума, переступить через свои страсти, победить самого себя. В этом и заключается величайшая победа. Таким образом, не следует воспринимать деяния героев эпоса как волшебную сказку. Как воинственному народу объяснить Дхарму? Только через военные походы и деяния великих героев. Надеюсь, многие читатели эпоса посмотрят на него с другой стороны, начнут анализировать мотивы и извлекать из него мудрость, так необходимую в жизни. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас. И для нас очень важны ваши отзывы. Танрига кындлдык, хальмыккелин ырджилтин дев.